Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Тема у нас сегодня на мужчину, который ведет себя, либо поступил плохо. Давайте посмотрим. Понимает ли он, что он делает? Поменяется ли он? Можно ли ему доверять? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, загляните в его глаза, так и спросите, понимаешь ли ты, что ведешь себя плохо? Будешь ли что-то менять? Можно ли тебе доверять? Да? И что вообще в принципе от тебя ждать? Загадывайте, настраивайтесь и давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что, девочки, мужчинка-то хитренький. Очень хитренький мужчинка пришел. Так, понимает ли он, что ведет себя плохо? Да, конечно, понимает, но он же не дурачок. Все он прекрасно понимает. Я даже больше скажу. У кого-то отыграется, что мужчина из-под тишка это все делает. Знаете, как пробует, да, испытывает прочность вашего терпения. До какой стадии я могу довести эту женщину? Либо насколько ее хватит, да, до момента взрыва. Пробует, девочки, пробует вас под себя подмять. И вот эти поступки, которые он совершал, либо совершает в сегодняшнем дне, все он прекрасно понимает. Он отдает себе в этом отчет. Он, еще раз говорю, сам себе на уме. Вот такой вот он человек. Чувства к вам есть. Есть. И чувства достаточно серьезные. Я не побоюсь слова даже любовь. Понятно, что цыпочка общая, кто-то вместе живет, кто-то лишь только встречается, общается, а кто-то даже и на расстоянии. Но чувства у него к вам есть, в каких бы отношениях вы сейчас не состояли. Чувства серьезные, сильные и даже стабильные. Вот стабильно идете вот к сближению, в любовь. Вместе идете в любовь. Но мужчина действительно дурит. У кого мужчина играет роль, играет такого, знаете, ну типа я сам по себе, я одиночка, мне никто не нужен, я там ориентирован лишь только на себя. Это роль. Это роль, и этот мужчина, он боится больше всего на свете одиночества. Остаться одному, ему страшно, страшно, понимаете, он бежит от этого одиночества, как волк по лесу бежит, да, лишь бы не одному. То, что он вам говорит и показывает, ну это дурь. Это его дурь, которая у него в одном месте, тут смотрите, как играет. Периодически, да, с того места в голову поднимается, ну и назад циркулирует. Да, постоянный какой-то водоворот идиотизма в организме этого человека. Ну, я не могу по-другому сказать, вы уж простите, кто там особо восприимчивый. Ну не могу, нет у меня других слов, чтобы объяснить эту ситуацию. Так, вас когда обижают, вы хотите верить, хотите нет, но он прям аж сам это все чувствует, боль эту чувствует, вашу боль чувствует. Возможно, вашего мужчину в детстве пороли, возможно, его унижали в детстве. И у него, да, и причем делали это люди, которых он любил, по-настоящему искренне любил. И у него вот на подсознании отложилось, да, что когда любишь, обижай. Да. Чем больнее ты обижаешь, значит, тем сильнее ты любишь. Может быть, его порол отец, либо мать. И говорили, ну я же это делаю, потому что я тебя люблю. Хочу, чтобы ты вырос хорошим, достойным человеком. А он маму и папу любит. Вот. И вот, понимаете, испортили мужчину прям с самого раннего детства. Может быть, какая-то там учительница была, в которой он души не чаял. Ну, детки, особенно маленькие, там первоклашечки, они же очень любят своих учителей, особенно если человек там умеет в душу залезть. А она его раз там и унизила. И говорит, я же для тебя постаралась, чтобы ты человеком вырос достойным. И вот у него это отложилось. Вот чем больше он вас обижает, чем сильнее он вас обижает, тем больше он вам, ну, типа показывает свою любовь. Звучит, конечно, трэш. Страшно звучит. Но
в данном конкретном случае, да, в данной ситуации, именно это я и вижу. Девочки, я бы хотела вам сказать другое, но и показывают именно это. Испортили вашего мужчину прямо в детстве. Кто виноват? Да виноваты взрослые. Виноваты взрослые, которые обижали, насилие применяли к ребенку, может быть, там морально изничтожали. Вот они это делали. Вот таким он и вырос. Теперь проявление его любви – это жестокость, это даже какие-то, может быть, не дай бог, да, наклонности там, ого, какие девочки. Вот вложили ему это в голову. Вложили. Вот такой вот он вырос. Как это исправить? Тут и человек должен захотеть исправиться. Тут и психолог нужен очень хороший, там, психотерапевт. Может быть, какие-то уговоры, собственный пример. Да? Причем собственный пример не терпеть и все принимать, прощать. А тоже, знаете, он вас укусил, а вы его укусите. Он вас ущипнул, а вы его ущипните. Он вас оскорбил, а вы его оскорбите. Вот таким примером, да, чтобы он почувствовал, что это это больно, это неприятно. Так не должно быть. Это не про любовь, это совсем не про любовь. Обижать и унижать того, кого ты любишь, чтобы показать свою любовь, это дурь. Это абсурд, просто абсурд. Не просто, ой, как не просто вам с этим человеком. Было, есть и, наверное, таки еще и будет. К сожалению, но у кого-то прямо будет. Смотрите, вот что бы вы ни делали, еще раз повторюсь, уговоры, там, может быть, психологи, всякие заговоры, молитвы, там, чары, это все не сработает. Почему? Сейчас объясню. У этого мужчины идет какой-то критический возраст. Возраст, где есть пятерочка. То есть, сколько ему лет? Там, например, ему 20, 25 лет. Ему, например, 30-35 лет. Ему 50, да, тоже если 50 идет. Вот там, где есть пятерочка. Вторая цифра идет пятерочка. Вот в этом возрасте у мужчины идет переломный момент. Идет какое-то событие, которое его... если не убьет, так, извините, там полное переформатирование у него в голове случится, да, вот прям дурь вот эта вся, глупости все эти из него уйдут, а вот на место этой пустоты зайдет нечто позитивное, доброе и прогрессивное, девочки, прогрессивное войдет. Если он у вас такой старой закалки, может быть, он у вас домостроевец, вот это все уйдет, и следа не останется. Он попадет в какие-то условия, либо в какую-то ситуацию, где его, как спасут, что ли, да, либо в него поверят, либо ему помогут. Именно доброта, чья-то доброта, не ваша, к сожалению, не ваша, какого-то другого человека, либо людей, его спасет. И тогда он поймет, что да, все-таки быть добрым, быть хорошим, быть честным, это гораздо лучше, чем то, что я делала до этого момента. У него идет полное переосмысление, у него идет переоценка всех ценностей. Тут действительно очень похоже на большую стирку, когда люди прям пятна, грязь, это все выстирывает, и становится все белое, чистое, шикарное. У него идет такая ситуация. Вы в данном случае мне выходите как поддержка, как наблюдатель. Вы не будете участвовать в этой ситуации, но вы будете ее видеть, она на ваших глазах будет происходить. Если вы не вместе, но вы будете в курсе всех событий. То есть вы со стороны за всем этим наблюдаете. Вы будете видеть, как он меняется, вы будете видеть все его метаморфозы, а они будут прям конкретные. Все это будет на ваших глазах. Он поменяется. Высшие силы дают ему шанс, дают ему даже таким сложным макаром, да, таким сложным путем поменять свою жизнь, поменять себя, избавиться от этих глупостей, которые у него сейчас в голове присутствуют. Нет, совершенно другой человек станет. У кого-то, кстати, человек станет очень верующий. Мужчина станет верующий. Если он сейчас ни во что не верит, либо, знаете, как, делает вид, да, то он по-настоящему станет верующим человеком. Причем таким, знаете, добропорядочным верующим человеком. Но у кого-то человек даже, возможно, и жизнь свою будущую, да, посвятит тому, чтобы творить добро, именно добро.
Вот. И он его будет творить не только другим людям, но и вам, вашим детям, вашей семье. То есть он будет таким прям душечкой будет этот человек. Что нужно делать вам в данный период времени? Ну так это дождаться. Сейчас, вот что бы он вам там ни говорил, что бы он там ни обещал, в чем бы он там вам ни клялся, хоть там мамой будет клясться, чем угодно, да, он все равно соврет. Он все равно поступит ровно так, как он привык. Вот как он делал раньше, так он и будет делать раньше. Вот пока этот критический момент у него не наступит, ну, к сожалению, здесь нет рецепта, к сожалению, здесь нет, ну, даже маленькой лазеечки, чтобы его переделать. Да, он может выпрашивать ваше прощение. И да, он может вести себя прилично какой-то ограниченный период времени. А потом опять то же самое, с новой силой. Вот что происходит. Верить ему сейчас? Ну нельзя, девочки, нельзя. Вот что он говорит, сразу делите там на 2, а то и на 4, а то и на 8 делите. Не надейтесь на него, надейтесь на себя. Либо если он там вам прям поручился, поклялся, все равно имейте запасные варианты. Потому что может и подвести, и сглупить, и специально нашкодить. Что угодно может сделать. Вот такой вот он человек. Вот если бы, знаете, как подробнее рассмотреть этого человека, может быть, как индивидуально, да, что-то можно было бы еще найти. Но мы общую отсыпку делаем. И в общем показывают, что он такой непутевый, с приветом, как там еще можно сказать. Да. Не все с ним в порядке, не все. Больше думает за себя, за свой интерес, ну вот он прав во всем. Вот что бы ни происходило, он прав во всем. Хотя он чувствует все ваши обиды. Чувствует. У него совесть-то есть, девочки. Он совестливый человек. Но эту совесть он где-то там далеко-далеко в себе спрятал. Да, она даже там такой слабенький голосочек подает. Но все равно подает. Кстати, девочки, вот он, знаете, что думает сейчас? Он думает вам какой-то подарок сделать. Он думает вас как-то задобрить, и ему важно, чтобы вы успокоились, чтобы вы его там, например, не подозревали, чтобы вы как доверились ему, что ли, в очередной раз. И вот он решил каким-то подарком это все дело обделать. Типа вот я ей подарю, и она расслабится, забудется, да, а я буду продолжать. Да, так что готовьтесь, будет вам подарок и будет продолжение вашего совместного сериала. Так, у кого мужчина с другой женщиной? У кого-то здесь мужчина с другой женщиной находится, встречается, живет, может быть. Какая-то есть другая женщина. Значит, у него к ней чувства нету. У него к этой женщине какой-то спортивный интерес идет. Либо спортивный, либо, может быть, он не хочет как с чем-то прощаться. Ну, допустим, да, он живет с женщиной. У них там какой-то общий быт. И он понимает, что если расставаться, то нужно ей что-то оставлять, да, там нужно, может быть, алименты платить. Либо он вообще, может быть, живет на ее территории. Он такой думает: ой, я не хочу себе усложнять жизнь. Вот не хочу. Моя-то женщина меня ждет, любимая, да, и будет ждать. Вот я ей там с 3 короба навру. Ну и что? Потом скажу: не получилось. Вот. А она нормально, она и дальше будет ждать. Ну, а если спортивный интерес, девочки, ну там, может быть, у этой женщины что-то есть. Да, там работа хорошая, либо связи там сильные у нее есть. Может быть, она вообще ему деньги дает, понимаете? Вот. И вот это интерес у него есть. Но это не любовный интерес, это что-то другое. Абсолютно не любовный. Там чувств нету, там есть просто, знаете, как он ее принимает. Ну, типа, есть, ну что сделать? Ну, есть. Вот, я тебя принимаю. Будет ли он от нее уходить? Но пока его все устраивает. Пока его все устраивает, я же вам говорю, случай произойдет, тут все поменяется в голове, все на место встанет у него там, все правильно будет. Так,
Кстати, может быть, он с мамой живет. Может быть, это другая женщина-мама, и его все устраивает. Может быть, мужчине там лет под 40, да, и он живет с мамой, там накормленный, настиранный, его все устраивает. И он вам говорит: ой, у мамы плохое здоровье, я не могу ее одну оставить. Да. Вот, мама лечится, вот как полечится, тогда я буду с тобой. Девочки, врет. Он врет, ему просто так удобно, ему нравится, что за ним заботятся. Вот, поэтому, ну, такой-то он у вас. До поры до времени он будет еще так себя вести, но высшие силы тут, видите, какие планы на него имеют. Будут его учить уму-разуму. Просто дождитесь. Дождитесь, и вот это его эго, эгоцентризм этот его, он исчезнет. И исчезнет, как будто бы и не было. Ваш мужчина такой хорошенький станет, добренький такой станет. У него даже глазки, знаете, как прояснятся, такие там чистые-чистые. Глаза, как у ребенка будут. Посмотришь и поймешь, что ну, не могут эти глаза врать. А до этого момента, девочки, еще будет он еще себя показывать. Я, конечно, не хочу вас тут запугивать, но я хочу, чтобы вы понимали, как оно все тут устроено. Он хотел бы поменяться, но у него нету стимула, да, либо даже сил, может быть, нет поменяться. Ему пример нужен яркий. Вы, конечно, тут ему примеры подаете, но ваш пример, он, к сожалению, им не воспринимается так, как следовало бы. Так что дождитесь, если этот мужчина вам нужен, интересен, дождитесь. Мужчинку своего потом не узнаете. И знаете, вам будет очень интересно с ним выстраивать отношения, как будто бы с новым человеком. Внешне все то же самое. Флюиды все те же самые, а вот в голове, вернее, да, по разуму совершенно другой человек. Девочки, тут еще очень много интересного произойдет, очень много. Просто дождитесь, наберитесь терпения, дождитесь. Занимайтесь собой, занимайтесь своей жизнью, своими детьми, если они у вас есть, может быть, какими-то своими интересами. А этот мужчина, он от вас никуда не денется, нет, чувство у него к вам есть, никуда не денется. Дойдет до кондиции, высшие силы с ним поработают, станет просто идеальным. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.